И вновь добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Киевмус программа «Кефир». Надеемся, что в предыдущей нашей программе вы весело провели время, отгадали все заданные нашей коллегой Айпери загадки. А сейчас уже я предлагаю поговорить на более серьезную тему и, соответственно, присоединиться к нам, задавая интересующие вас вопросы по номеру 59 20 01. А говорим мы сегодня, дорогие друзья, наверное, о самой главной ценности в жизни, о детях. Поэтому, если хотите высказать свое мнение, то добро пожаловать к нам на эфир. Сегодня к нам пришли особенные гости, про которых мы сняли специальный сюжет. Сегодня у нас в гостях представители Центра по реабилитации беспризорных детей. Это дети, которые живут в данном центре, и для них этот центр является вторым домом. Также с нами Мадлина, волонтер данной программы. Перед тем, как я сейчас вам камеру уже наведем на наших гостей и с ними более тесно познакомимся, напомню, что поддерживает нашу программу при создании компании Шоро. Ребята сейчас сидят здесь, справа от меня Мадлина, сидит волонтер программы. Здравствуйте, Мадлина. Также Саша и Рома сегодня пришли. Привет, ребят. Впервые сегодня на телевидении? Да. Боитесь? Не страшно? Да нет. Хорошо, отлично. Сейчас хотелось бы более подробно поговорить про ту выставку, которую вы недавно организовали, и вообще про деятельность вашей волонтерской команды под названием ВИА. Хорошо, вот это моя организация, ВИА называется, это немецкая, маленькая немецкая организация. Немецкая организация. Да, которые меня отправили сюда, в Киргизстан. Они веселяют везде, в принципе, но вот я сама лично выбирала Киргизстан сюда приходить. А почему именно Кыргызстан выбрали? Ну, в принципе, есть многие разные причины для этого. С одной стороны, я хотела в стране, где русский говорят, потому что я уже в школе в Германии изучала русский. Но я именно в России не хотела. Я хотела вот другую страна, мне горы, например, очень нравится. У меня знакомая была, которая здесь была, которая рассказывала, что здесь очень красивая, классная страна, и я вообще согласна. Я очень рада, что Хорошо. А вот ваш проект, реализуемый в рамках данной организации ВИА, расскажите, пожалуйста, именно про фотовыставку более подробно. Ну, фотовыставка, это идея мне пришла вот во время года, ну, уже в декабре, по-моему. У нас просто всегда фотоаппараты тоже были, ну, личные фотоаппараты. И ребята в центре всегда хотели вот фотографировать и самого себя, и в жизни. То есть вы до данной фотовыставки уже были знакомы с ребятами? Да, я уже в сентябре пришли. Я вот сама лично видела кадры, которые мы сегодня отсняли у вас в центре. Ребята видела, как к вам тепло относятся, встречают, как сестру, как маму. Расскажите, пожалуйста, ребят, как давно вы знакомы с Мадлиной и как вы к ней относитесь? Как давно познакомились? Я с Мадлиной познакомился, как только приехал. Ну, она вроде нормально, добрая, и когда они предложили, ну, этот, как фотокурс, когда мы ходили, ну, нам очень понравилось. Ну, правда, трудно было, когда, ну, на площади там позировали, и там много людей смотрело. То есть как модели тоже выступали, значит? Да, мы как модели тоже выступали. А вам дали свободу творчества, свободу выбора, что вы могли фотографировать все, что хотите? Да, вот нам давали. Пожалуйста, нам, Саш. Мы, получается, все фотографировали. У нас был репортаж. Мы, получается, делали репортаж в центре. Там разные люди, получается, друзья наши. Вот когда я репортаж делала, мне было чуть сложно делать репортаж. Почему? В чем сложность для тебя заключалась? Потому что я пока еще не изучил хорошо фотоаппарат. Мне было чуть сложно. Ну, с вами, я знаю, работала профессиональный фотограф, Тамара ее зовут. Да. И научила вас многому. А сколько времени продлился ваш курс по фото? 4 недели вроде бы. 4 недели. Ну, понравилось вам, значит, фотографировать. А сколько еще времени планируете? Вообще, может быть, собираетесь стать фотографами профессиональными? Да, мы планируем продолжить, ну, фотокурс на более как удобной камере, на профессиональной. Хорошо. А вот расскажите, вот мне интересно, в центре как вам живется, какие там условия, все ли вас там устраивает? Да, в центре нас все устраивает, там хороший, в общем, хороший директор, там хорошие дети, все послушные.
Сколько у вас там человек живет? 90. Нет, 140 где-то. 140 Это человек. всегда чуть-чуть меняет, да, потому что приходят новые дети, вот, некоторых уходят. Это всегда меняет между, ну, сейчас, по-моему, 96 что-нибудь. Официально место там для 70. Вот, Мадлен, до эфира буквально мы говорили о том, что должно прийти 3 ребят, но вы сказали, что один из них как раз-таки сегодня сбежал с центра. Да. А по каким причинам? Вот, может быть, в центре ребят как-то не так Нет. обращаются? Или какие-то еще личные причины? Просто есть такие, ну, дети, которые, ну, им не нравится, что, ну, они привыкли к свободе, и поэтому они уходят из центра, ну, потому что ходят там на ночь на компьютеры. Им не нравится наша Хотят жизнь. вести вольный образ жизни. Да, хотят попрошайничать или А еще вот что-нибудь. относительно вас мне интересно, значит, вам хочется все-таки, чтобы вас окружала такая большая семья именно в лице центра, в лице директора, в лице Мадлены. Вас такая жизнь полностью устраивает? Да. Мгм. Хорошо, сейчас давайте расскажем телезрителям о том, как вы вообще попали в этот центр, потому что я знаю, что многие дети сами добровольно туда приходят. Давайте начнем, наверное, с Ромы. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в этот центр и какие причины были? Я туда попала, вот, как мы сказали, добровольно. Поначалу, если честно, да, мне хотелось оттуда уйти, если честно. Но мне Хорошо, там, давай начнем с того, почему ты туда пришел. ну, так получилось это. Ну, По каким-то семейным обстоятельствам. можно и так сказать. Но при этом у тебя семья также живет в благополучном городе. Да, я ездил на выходных домой. Ну, там поначалу мне серьезно хотелось оттуда уйти, но потом там понравилось. Там очень хороший директор. Он, несмотря что государство выделяет на 70 человек, там, ну, что они обеспечают, он, ну, помогает больше, ну, всем детям, не только которым государство выделяет. Хорошо. А как ваши дни проходят? Расскажите, пожалуйста. Чем вы занимаетесь? Вот с утра просыпаетесь, вот целый день находитесь в центре или помимо этого вам дают свободу, может куда-то ходить, гулять с друзьями? Да, нас иногда берут в кино. Мы один раз ездили в кино, в кинотеатр Манас. Мы там смотрели кино. И мы на КВН ездим. У нас всегда берут. У нас есть своя футбольная команда, мы также играем в футбол. Ну, нас тоже отпускают, мы можем ходить, там, гулять. А дисциплина какая-то строго имеется, что вот после 10 нужно быть в центре? Нет, ты можешь, например, там, пойти написать заявление, если ты с кем-то, со взрослым идешь, тебя могут, ну, в любое время, да, отпустить, чтобы ты пошел там, ну, с ним куда-то погулял, там, в кинотеатр. Для этого у нас есть эти наставники. У каждого у нас почти есть наставники. Хорошо. Саша, я хотела бы услышать твою историю о том, как ты попал в центр. Я попал в центр из-за семейных проблем. У меня, получается, мама, когда умерла, нас отвезли в центр с сестренкой. Ну, я там уже год и 8 месяцев. Мне там нравится, мне сразу понравилось там. А сестренке сколько лет? Сестренке моей 10 лет, она учится в 3 классе. А значит, вы еще и в школу ходите? Да, я вот в гимназию хожу, 48-ю, она тоже там же учится. Скажите, вот, а вашу учебу проплачивает? Мадлена, наверное, также тоже знает данную информацию? Возможно. То есть вам государство оплачивает учебу? Нет, не только государство, директор тоже оплачивает. Поддерживает, значит. Да. Хорошо, сейчас я тогда предлагаю посмотреть наш сюжет, как раз-таки про ваше житье, бытие в Центре реабилитации беспризорных детей, так называется центр, и посмотреть о том, что за фотовыставка прошла, про которую мы так долго говорим. Давайте сейчас обратим наши взоры на сюжет, подготовленный телекомандой программы «Кефир», после которого мы продолжим нашу беседу. В руках лучезарного Саши фотоаппарат, с которым он успел подружиться за последний месяц. Тяготы, с которыми юноше пришлось столкнуться за свои 15 лет жизни, не отняли у него любви к творчеству и стремления к светлому будущему. Учится он в 48-й школе гимназии, а его родной уголок – Центр реабилитации беспризорных детей. Попал он туда не по собственному желанию. Мама умерла от рака, а отца он никогда и не видел. После смерти матери старшая сестра уехала в Россию, а Саша с младшей сестрой около года живут в этом центре, лелея мечту о лучшей жизни. Я сюда попал год назад, когда у нас дома начались проблемы. Сейчас моя сестра в России, она делает документы.
и скоро нас заберет с сестрой. Мы занимаемся тут в основном футболом, в школу ходим. Самое мое любимое увлечение – это заниматься футболом. Сашу можно охарактеризовать как активного и позитивного мальчика, который не упускает редких возможностей для развития и самообразования в рамках занятий, проводимых в центре. Последнее достижение нашего героя – это успешно оконченный курс по фотографии. У нас есть волонтер Мадлина, она нам сказала, что здесь есть фотокурсы. Ну, мы ходили, я, Женя и Илья на фотокурсы. Потом мы снимали свой репортаж, получается. Потом портрет друга своего, автопортрет. И вот мы это все сняли, потом нам сделали, получается, альбомы. И в этих альбомах там было, получается, наши фото, как мы это все делали. И Мадлина сделала выставку, чтобы, получается, показать всем, чем занимаются в реабилитационном центре, и показать, как здесь хорошо, плохо. Она показала, что в этом центре очень хорошо, и здесь очень добрые дети, послушные. Волонтеры Центра реабилитации прививают беспризорным детям любовь к искусству посредством занятий рукоделием. В рядах активистов состоит и Мадлин Кэлло, которой пришла идея научить ребят фотографировать, ведь сквозь призму камеры можно передать свои эмоции и отразить в картинке внутренний мир без слов. В течение целого месяца группа подростков, живущих в центре, изучала основы фотографий под руководством профессионального фотографа Тамары Кубаевой. Во время обучения они запечатлевали с помощью любительской камеры разные мгновения из жизни своей и товарищей. Также во время одного из выездных занятий в горах ученики имели возможность создать снимки природы Кыргызстана во всей ее красе. Голову чуть поверни. Руку не шевели. Итогом упорных занятий по фотоделу Саши и других ребят Центра реабилитации беспризорных детей стала фотовыставка, представленная в одном из заведений Бишкека. Все фотоработы придуманы и претворены в реальность самими ребятами. Результат творчества обездоленных детей является, по сути, ярким примером того, что, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, не стоит терять надежду и опускать руки. Любите своих детей, помогайте тем, кто лишен родительской ласки. Ведь будущее юного поколения – это будущее целой страны. Собственно, таким образом и проходит день, наверное, всех ребят, которые обитают в Центре по реабилитации беспризорных детей. Таким образом называется центр. И сегодня, мало того, они к нам пришли в гости, чтобы рассказать о том, какие цели у них есть, каких высот они добились посредством фотовыставки, которая недавно была организована благодаря творческой команде Мадлина, представитель волонтерской команды ВИА сегодня вместе с нами, а также Саша и Рома. Вот ребят посмотрели, что у вас занятий очень много, кто-то в футбол играет, кто-то там забавляется, вот младшая группа, кто-то еще чем-то занят. Расскажите, пожалуйста, вот вас по группам, значит, распределяют? Да. Угу. Младшая, средняя и старшая группа. Да. А вы к какой категории относитесь? Мы старшая группа. Старшая группа. Да. А вот к младшеньким как относитесь? Присматриваете за ними? Как Да, конечно. Это всегда так было. Отлично. Хорошо. Сейчас я хочу задать Мадлине вопрос о том, как ваша первая встреча состоялась с ребятами данного центра, как они вас встретили. Ну, когда мы первый раз в центр пришли, это вообще интересно было, вот все новое. И я мало знала о центре, честно говоря. Я просто пришла, у меня был сюрприз, что так многие дети, да. Но в общем, можно сказать, особенно вот дети и ребята очень открыто пришли к нам. Вот они уже знали, что там всегда волонтеры придет из Германии, как-то они плохо разговаривают, иногда вообще не разговаривают на русском.
Но они всегда попробуют показать и объяснить, и что это на русском. Так. И очень открытый был. Вообще это для меня сюрприз был. Тоже маленький, вообще никогда не стеснялась. А как вы находите время, чтобы уделить внимание каждому из них? Или у вас много волонтеров? Нет, у нас просто двое. Это Лия и я. Конечно, много детей, иногда это маленький беспорядок, да, многие придет, что-то хочет делать, играть, или кто-то так хочет, что-то так-то. Но это всегда, тогда трудно, когда многие дети. Но тоже есть такие время, когда мы, типа маленький проект делаем, мы выставку, рождественский базар делаем, и маленькие вещи, рисовать или играть с мячами, как. Такие игры, они все участвуют, многие участвуют. Вначале мне надо привыкать к этому, что так многие дети вокруг. Но сейчас, даже если просто 5 или 6, мне уже почти мало, потому что так я привыкла уже. А вот мне интересно, Мадлина, откуда у вас такой интерес? Почему вы хотите помогать детям? Это больше для вас как работа, которую вы должны выполнить? Вот вас отправили в Германию выполнить должную миссию, либо вот душой тянетесь к детям, может быть? Мы вообще свободно сюда пришли. Я в прошлом году закончила школу, у нас 13 лет в школе. И я именно хотела работать где-то за границей, именно с детьми и с молодыми людьми. Да? Откуда это пришел такой интерес, я, наверное, не знаю. Я просто всегда такие работы любила. Я очень рада, что сюда пришла. Вот многие волонтеры здесь с инвалидами работают. Это тоже классная, важная работа. Но я сама выбирала, что я лучше так, с детьми трудными ситуациями работаю. Вот, с ними играю, общаю, вот с вами вообще всегда классно. Иногда трудно, конечно, но все равно. Для меня это меньше работы, но больше удовольствия получаете. Да, очень здорово. Я хотела бы сейчас также к ребятам обратиться. Расскажите, пожалуйста, о ваших мечтах. Кем бы вы хотели стать и кем вы себя видите в ближайшем будущем? С меня? Давай с тебя начнем. Я планирую, сначала я пойду, наверное, запишусь на Дурдой Динамо. Этот стадион есть. Я планирую стать спортсменом, играть в футбол. Ну и, конечно, в промежутке ходить на фотокурсы. На фотокурсы? Да. А в школу ты ходишь сейчас? Да, я хожу. Как успехи школьные? Нормально. Нормально. Троек нет? Нет. Хорошо. Саша, вот у тебя, я знаю, что тоже есть весьма специфичная мечта. Ты хочешь заниматься ремонтом, это правда? Да. Откуда такое желание-то? У меня, получается, в семье этим всем занимались, кроме мамы, старшей сестры и бабушки. Они парикмахеры. Мне больше понравилась эта профессия, потому что там хорошо зарабатывает. И, получается, у меня дядя сейчас в Сибири, он тоже работает в этом. Когда я отучусь, закончу университет, поеду в Сибирь. Буду там на практике. Практику закончу, приеду сюда в Бишкек, буду здесь работать. Планов, значит, у тебя море. Да. Хорошо. Я хотела бы также задать вопрос Саше. Расскажи нам, пожалуйста, вот до того, как ты попал в центр, приходилось ли тебе на улице просить милостыню или какие-то вот такие вот вещи, сталкивалась, или ты с такими жизненными, не детскими трудностями? Нет, у меня такие трудности не сталкивались. У нас было все дома хорошо, а когда мама, получается, умерла, она очень сильно болела. Мама умерла, сестра начала делать опекунство на нас с сестрой. Она уже почти сделала, сейчас с России скоро приедет. И нас заберет с центра. Мы будем дома жить, получается. Я также буду в эту школу ходить. И я хочу осуществить свою мечту, получается, добиться своей мечты. Дай Бог, чтобы все произошло именно так. Вот, Рома, расскажи, пожалуйста, насколько центр изменил твою жизнь? Какой она была до центра и какой она стала сейчас? До центра у меня все нормально было. В центр пришел. Не хулиганил по улицам города? По городу нет. Нет? По городу. А где хулиганил? Да не, я не хулиганил. В
центр, когда пришел, как, больше, чего я хотел, того я добился. Мгм. Но самое главное, что это для вас второй дом, который создает уют, и мало того, что есть такие люди, которые являются для вас родными. Наверное, Мадлина для вас уже как сестра. Да. Да. Да? И мои братья. Мгм. Мадлина, а вы сами планируете детей заводить? Вот, наверное, детей своих заведете, ребята будут ревновать, ваши дети будут к ребятам ревновать, что у вас Нет, столько нет. много детей. Ну, у меня, наверное, скоро дети не будет. Но я не знаю, я всегда... мне трудно будет уходить отсюда. Обязательно. Нам надо по контракту уходить обратно в Германию в конце августа. В конце августа. В конце августа, к сожалению, уже так скоро. Еще 5 месяцев, но я всегда думаю, ой, я уже боюсь обратно приходить. А после этого с вашей организации будут еще отправлять волонтеров сюда? Если найдет, да. Я недавно спрашивала, они сказали, да, есть, которых интересует этот проект. Посмотрим, если они сюда приходят. Ну, наверное, я надеюсь, что будет, да. Вот, ребята, расскажите, пожалуйста, в центр к вам отправляют волонтеров только с зарубежья, то есть иностранцев, либо с государства, может быть, тоже приходит помощь какая-то? Я не знаю, но тут были еще волонтеры, Бен и Золи. Они тоже классные. Я когда приехал, они классные, потом они в Германию уехали. И, получается, Мадлина передавала им привет от нас, от всех. Тоже, получается, с Германии приехали. Да, у меня даже фото есть ихнее. Хорошо. Хорошо, что есть такие у вас добрые наставники. А именно вот из наших кыргызстанских волонтеров Да, приходили есть. люди? Да, Подружились приходили. с ними? Да, они почти каждое воскресенье приходят, мы с ними играем в шашки. Там. Даже если один парень приходил, он предложил мне участвовать в молодежной группе, можно сказать так. Там что-то, Активистов каких-то по Да. спорту, наверное, да? Нет, не обязательно там по спорту, там все. И танцевать надо, и там всякие флешмобы устраивать. То есть можно везде участвовать. Да, да. Планируешь, значит, развиваться в этом направлении? Да, я планирую. Хорошо. Сейчас я предлагаю прерваться, у нас небольшая музыкальная пауза будет. И напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня Саша и Рома, дети с Центра по реабилитации беспризорных детей, так называется данный центр, а также Мадлина, волонтер из немецкой организации ВИА. Сегодня в гостях. Мы сегодня говорим на вышеобозначенную тему о проблемах, которые имеются у обездоленных детей. И сегодня ярким примером того, что стоит постоянно двигаться вперед, расти, развиваться, являются дети, которые пришли к нам в студию. Если вы хотите поддержать наших гостей, выразить свое мнение на этот счет, то можете присоединиться к нам по номеру 592001, а также посредством социальных страниц Facebook, Одноклассники и, собственно, других страниц. Напомню, что нас поддерживает при создании компании Шоро «Родниковая вода легенда». Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим наш эфир. Free
все нации, с каждым поколением. От колыбели до могилы в тень уходят гении. Головой думай, пока гибнет наше население. Давай, вставай, wake up! Венере sunshine, силы нам дай. Устали мечтать, устали молчать. Пока люди гибнут от голода, жизнью полегчай. Чтобы люди, время надо за бумагу честь. Чтобы знали в мире вера есть. За одну правду вместе здесь. Каждому городу мир, каждому дому любовь. Если солнце в зените встает, значит все пройдет. От чистого сердца нашим город 3-1-2, центр мира, мы настоящие. Вспомни, друг, ведь все было по-другому. Мы были бескорыстны в себе, и ты был кому-то дорог, и много кого затянуло на дно. Вера в Бога затерялась в сети, такое кино. Но где-то глубоко в душе верим до боли в небо, сбросив очередное клише. Я помню, где бы я не был, что надо жить, а не строить миражи. Нам надоело слышать плач и крик души. Кому-то надо много денег, чтобы быть гением. Протесты гамма-людов, такие прения. Ангелы отвернулись, надежда угасает. Геноцид наций уже наступает. Протяни руку мне, я буду рядом, друг. Ведь мне нужна помощь взамен твоих услуг. Я верю слепо в наше будущее время. Я верю в человека, ведь я он и есть. После небольшой музыкальной размолвки я напоминаю, что в гостях программы «Кефир» сегодня активные, инициативные, талантливые ребята. Сегодня у нас Саша и Рома, ребята с Центра по реабилитации беспризорных детей, а также с нами сегодня волонтер с немецкой организации под названием ВИА, зовут ее Мадлина. Ребят можно поздравить с успешным окончанием фотопроекта, и фотовыставка состоялась. Я знаю, что вот ребята Саша и Рома самые активные были, да, практически, наверное, из всех ребят. Или много было ребят? Сколько вообще приняло участие в этой выставке? Ну, в общем, приняли, насколько, 5, по-моему, да? Илья, Женя, потом Кирилл. Рома, Кирилл и Апери. И я. Ну, человек да, 6-7. Они вообще различные участвовали, можно сказать, но это те, которые до конца участвовали. До конца продержали. Да, вначале были многие, которые хотели, ну, их интересует, но они, которые оставались до конца, это, ну, наши фотографы настоящие, которые просто, ну, не просто хотели заниматься с чем-то, а которые именно с этим действительно хорошо работали. А как вот люди отреагировали, когда я знаю, что в одном из заведений Кыргызстана была представлена и до сих пор выставлена фотовыставка ваша, как люди отреагировали, посетители? Выставка? Да. Как им понравилось? Ну, большинство с тем, которые я разговаривала, они уже очень позитивно. Ну, большинство сказали, что очень прикольно. Они не ожидали такие хорошие, да, нестандартные, очень хорошие фотографии. Мы сами, честно говоря, тоже не ожидали такие хорошие фотографии. А вот, ребят, хорошо, расскажите нам, пожалуйста, как вы выбирали фотографии, стиль фотографии, кого будете фотографировать, что будете фотографировать? Расскажите вот о вашей подготовке. Или, может быть, импровизировали, как вот придет идея в голову и пытались ее воплотить? Нет, мы сначала как? Ну, мы распределялись. Помощник фотографа, фотограф и модель. Это самый первый день. Сначала я попробовала себя фотографом самый первый день. У меня получились очень отличные снимки. Ну и потом нафотали, ну, примерно снимков 20 или 10 и выбирали. Ну, и большинство снимков очень отличные получились. Что вы фотографировали? Вы своими снимками хотели передать реалии жизни именно в пределах вашего центра или какие-то еще другие моменты? Мы ездили когда в горы. Мне самый понравился снимок,
там один парень, Женя был, он с нами ездил, и когда мы там уговаривали собаку за нами пойти. Там собака была, и мы ее уговаривали за нами пойти. Ну, а она, правда, за нами не пошла, а потом, когда увидела, ну, что мы в сумке несем, она побежала за нами. И вот большинство, этот снимок мне больше всех понравился. То есть такой живой кадр получился. Да. Хорошо. Саш, ты расскажи нам, какой у тебя кадр самый успешный? У меня самый успешный, это, получается, портрет друга я делал. Это, по-моему, как раз-таки был Рома. Нет, это был Женя. Ага. Это в школе Мне понравилось, это самое хорошее фото мне понравилась она. И когда Женя делал фото, мое, получается, мне она тоже понравилась. Вот когда у нас в центре вывесили их, всем, получается, понравилось наше фото, как мы их сделали. Вот, а расскажите, в каком образе вам больше всего понравилось пребывать? Понравилось быть моделью, фотографом или помощником фотографа? Мне, если честно, ну, фотографом, потому что когда я был моделью, А почему не стать моделью? Не знаю. Внешность позволяет? Мне Модели? Мне не было мне было очень стыдно, да, не стыдно, ну, стеснялся. Проходило много людей, и я аж закрывал глаза, вниз смотрел. Стеснялся, значит? Да. Я думаю, что после такого опыта вы уже раскрыли в себе новые грани, стали раскрепощеннее наверняка. Хорошо. Мадлен, расскажите, пожалуйста, про другие проекты ваши, помимо фотокурсов, которые вы организовали, какие еще проекты реализовались и планируются? Ну, в принципе, мы всегда пробуем некоторые проекты делать, которые вот в современном, наверное. Вот, первый проект, который мы делали, был Рождественский базар. Это маленький немецкий Рождественский базар был, который вот, мы вместе с посольством организировали. И там тоже у нас такой стол был, который мы с детьми делали, там продавали. Например, с Сашей мы делаем такие цветок из оригами. Рукоделием занимались? Да. И после этого еще разные тренировки были. Мы тоже всегда друзья спрашиваем, да? Если они что-то умеют, что-то можем делать там в центре, и мы контакт делаем. Да. Такой был айкидо и тайский бокс, и так начинает тренировка. И тоже так я познакомилась с Тамарой, я немецкий урок дала здесь, она там хотела изучать немецкий, там я с ней познакомилась, и я спрашивала, если она может представить себе делать такой фотопроект. И, начать это так успешно был сейчас, этот фотопроект. Мы вместе договорились, что, наверное, в конце мая мы еще один такой фотопроект делаем. Не то же самое, но другие направления, другие тематики, но тоже с ними. Будет не менее интересное направление, значит, продолжение. Хорошо, мы тоже будем на это надеяться. Я, с вашего позволения, еще раз напомню номер прямого эфира 59 20 01. Сегодня у нас гости из Центра по реабилитации беспризорных детей. И сегодня нам рассказывают Саша и Рома о том, как им живется в центре, каких успехов они достигли с помощью волонтеров иностранных. Как мы уже узнали, ребятам привили любовь не только к искусству, также к спорту, к рукоделию, ко многим другим различным интересным увлечениям. Поэтому, если вы хотите задать свои вопросы нашим гостям, то присоединяйтесь 59 20 01 номер прямого эфира. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы будем ждать ваших звонков. Продолжаем наш эфир. У нас остаются считанные минуты до конца программы «Кефир» на телеканале Кей-Муз, но это не повод расстраиваться, так как я думаю, что с нашими сегодняшними друзьями, которых мы сегодня обрели, обязательно будем встречаться и вновь. Напомню, что у нас сегодня дети Саша и Рома с Центра по реабилитации беспризорных детей. И немецкая организация есть, называется ВИА. Мадлина сегодня ее представляет, рассказывает о всех курсах, которые они преподают детям. А если у вас, дорогие телезрители, есть свои предложения о том, как можно развить детей, привить им различные навыки, любовь к скажем, к искусству или каким-то еще занятиям, то можете присоединиться, позвонить нам по номеру, предложить свои идеи о том, чем ребят можно занять в свободное время. Я напомню, что сегодня Мадлина рассказывает нам про все проекты, которые уже осуществились и которые планируются. Ребят, давайте также с вами еще поговорим. И хотелось бы в частности к Саше обратиться. Я знаю, что у тебя еще младшая сестренка есть. Ты наверняка для нее уже стал как отец практически.
Скажи, как вот вам сестренка вдвоем живет? Ты, наверное, за ней прям следишь и только следишь целыми днями. Да, получается, она иногда капризная, иногда нет, уроки не хочет делать. Но все-таки я ей помогаю, чтобы она училась отлично, хорошо. Но она старается сама, тоже учится хорошо. И вот, когда сестра уезжала в Россию, она сказала, чтобы я за ней смотрел. А сестра ваша старшая родная? Да. И, значит, присматриваешь, продолжаешь? Да, я дальше присматриваю, получается. Она также, получается, слушается меня, воспитатели тоже слушается, она послушная, но иногда непослушная. А что ты делаешь, когда она не слушается тебя? Ругаю. Ругаешь? Да. Хорошо. А вот расскажи, пожалуйста, нам, Ром, ты со своими родными встречаешься? Да, я со своими родными встречаюсь каждые выходные. Каждые выходные, а именно с родителями встречаешься? Да, с родителями, со своей Они старшей. не пытаются тебя вернуть домой, позвать, чтобы ты Не покинул знаю, центр? я сам не хочу, если честно. Мне там очень В нравится. центре лучше, значит, чем дома? Нет, дома тоже хорошо, в центре тоже хорошо, там много друзей. Хорошо. А сейчас давайте я еще раз напомню номер прямого эфира 59 20 01. Можете звонить нам, писать во всех социальных наших страницах. И напомню, что Мадлина сегодня с нами, волонтеры из команды ВИА, также ребята, Саша и Рома их зовут. И вот про центры реабилитации также хотелось бы узнать. Мадлина, вот вашими глазами, условия все нужные созданы для детей в этом центре? Для проживания? Ну, в принципе, конечно, вот, жизнь на высшие стандарты, но все, что надо, в принципе, есть, можно сказать. Но денег всегда, мало, можно сказать. Они получают для каждой детей, по-моему, 70 сом в день, и плюс 2 сом для медицины, лекарства, да. Значит, всегда чуть-чуть мало, всегда надо смотреть, откуда можно взять, или, например, овощи мало, или лекарства всегда чуть-чуть мало. И такие вещи, как ремонт, трудно, всегда спонсор надо искать. Но, в принципе, да, можно выживать, очень нормально можно жить. А вот расскажите, в Германии у вас такие же центры наверняка имеются в большом количестве. Какие условия созданы в Германии для детей? Ну, в принципе, я сказала бы, в Германии тоже такие центры, конечно, есть. Тоже, вообще разные центры есть. Там такое, в принципе, хорошая социальная система, там больше денег, по-моему, возможно. Именно я не могу сравнить тоже такой центр. У нас центры меньше, не так большие. У нас меньше детей всегда там и разделены на возрасте. Вот здесь у нас дети от 2 до 18. У нас это же разделено всегда маленькие, либо средние, либо старшие. Это вообще, по-моему, другое дело. Но такие центры обязательно тоже есть. А в Германии, значит, вы также занимаетесь волонтерской деятельностью или какой-то еще другой? Я раньше не с детьми работала, я с бездомных людей работала в проекте. Там вообще в каждом городе, в каждой области разные проекты, которые я смотрела, но это же взрослые, старшие люди, которые, после 18. Вот, ребят, вы себя через 10 лет, даже ладно, скажем, не через 10, через 15 лет, кем видите? Давайте сейчас помечтаем. Ром, расскажи. Не знаю, я вижу себя успешным бизнесменом. Бизнесменом? Да. А в какой отрасли? Не знаю. Владелец каких-то там банков или что-нибудь. Хорошо. Ты знаешь, что многие бизнесмены начинают с нуля абсолютно. Даже возьмем того же самого Абрамовича. Человек, который был лишен всего, но в итоге сам поднялся. Вот, Саша, расскажи нам про то, кем ты себя видишь через 15 лет. Я хочу купить всю команду Манчестер Юнайтед. Ого! Какие у тебя мощные амбиции. Ага, что дальше будешь с ними делать? Куплю себе тренера хорошего. Будет тренер, их тренировать.
я не знаю дальше, что будет. Ну, через 15 лет, значит, все, можем услышим твое имя везде в интернете, как владельца Манчестер Юнайтед. Хорошо, я думаю, что это очень здорово, что у вас такие высокие цели. Сейчас уже наша программа потихонечку подходит к концу, поэтому хотелось бы услышать от вас какие-то пожелания, может быть, для ваших сверстников. Вот, кстати, интересно, вы-то встречаетесь с другими сверстниками, у которых более лучшие условия жизни, и вы знаете, чем они грешны, скажем, может быть, они не ценят родительскую любовь, не ценят ласку ближних людей. Может быть, что-то хотите в адрес таких детей сказать? Да, я знаю много людей, да, таких, которые не ценят, что им родители дают. Они неблагодарны, что они им покупают одежду, обувают, одевают. Они не ценят, они уходят и идут попрошайничать, считают, что они зарабатывают больше, чем им дают родители. Ну, это не так. Родители больше дают, чем им дают улицы, то, что они бродяжничают. Хорошо, я думаю, что сейчас все дети услышали твои слова и наверняка уже задумались о том, что да, я не прав. И сейчас хотелось бы от тебя также услышать, Саш, пару. Я хочу, чтобы они ценили во-первых, ценили своих родителей, потому что самое главное — это мама. Она всегда в твоей жизни помогала тебе, воспитывала тебя. И я хочу сказать, чтобы все дети слушали своих родителей, ценили мам. Мама — это самое дорогое в твоей жизни. Она тебя наставляет, учит, как правильно делать. Ну, я думаю, что на этой ноте я тебя поблагодарю, ведь на самом деле это самое святое, что есть у нас в жизни. И спасибо большое данному центру, что он продолжает тебя воспитывать так же достойно, как это сделала твоя мама. Ребят, вы классные. Я думаю, что у вас в жизни все получится, и Манчестер покорится, и бизнес откроется, все у вас будет. А если у нас среди телезрителей, возможно, есть те люди, которые хотят внести свою лепту в помощь детям из Центра по реабилитации беспризорных детей, то можете нам позвонить по номеру 592001. Я думаю, что любая помощь не будет лишней, правда? Обязательно. Хорошо, Мадлен. Вы уже нам рассказали про свои ближайшие планы, но хотелось бы также от вас услышать напутствие в адрес наших телезрителей, которые сегодня смотрели нас. Какие планы у меня? Какие у вас планы и, может быть, какие-то пожелания для зрителей? В принципе, я просто хотела сказать, что в этом центре, да, я очень благодарна, что я там могу работать с этими классными ребятами. Просто я всегда, в принципе, многие люди хотят помогать. И вот это я вообще очень оцениваю, когда люди, волонтеры придут. Это тоже не так легко. Но такая помощь всегда нужна. И я надеюсь, что продолжаете это. Хорошо. Вам спасибо большое за помощь, ту, которую вы оказываете детям нашей страны. Я думаю, что она на самом деле неоценима ни в каких валютах. Поэтому спасибо вам, желаю успехов в вашем поприще. Пусть будет много таких вот довольных улыбок на лицах детей. Ребят, вам также желаю успехов творческих. Раз уж мы сегодня говорили про фотовыставку, которая успешно реализовалась, я думаю, что вы станете также профессиональными фотографами. Вас уже увидим, да, где-то, может быть, в глянцевых журналах ваша работа. Спасибо вам, спасибо, Мадлен, за то, что приняли участие в нашей программе. Сейчас я уже прощаюсь, дорогие телезрители, вместе с вами. Сегодня была я, ведущая данной программы Айджамала Усмонова. И на самом деле не могу не отметить данный факт, что многие дети в современное время заняты абсолютно ненужными и бесполезными вещами. Давайте будем обращать внимание на то, чем занято ваше чадо, прививать любовь к творчеству, к искусству. А если же вы, помимо своих детей, хотите помочь и тем детям, которых можно назвать обездоленными, которые лишены родительской ласки, то вы всегда можете обратиться в Центр по реабилитации беспризорных детей и оказать свою помощь. Я думаю, что такой помощи будут рады дети и, безусловно, отдадут вам свое тепло и любовь. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Напомню, что номер 592001 по всем возникшим
возникнувшим вопросам, предложениям можете нам позвонить. Мы обязательно вам ответим. И также хочу поблагодарить компанию «Шоро», родниковую воду «Легенду» за помощь при создании нашей программы. Я же хочу отметить, что в нашей программе самые актуальные, полезные, развлекательные темы. И одна из таковых сегодня была поднята нами, так как выставка не оставила нас равнодушными. Напомню, что в этой выставке свои работы представили дети, которых многие называют беспризорниками, но я же называю этих детей амбициозными, и мало того, это дети, которые достигнут своих целей. В этом ни капли не сомневаюсь, в этом я лишний раз убедилась. Сегодня, поговорив с ними, я с вами прощаюсь, уважаемые телезрители. В продолжении нашей программы увидите массу всего интересного на нашем канале, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Завтра мы поговорим с вами про такое спортивное, интересное, относительно новое течение, которое называется Street Workout. Поэтому оставайтесь на нашем канале. Вернее, это будет в пятницу, а в четверг в нотах фламенко проведем эфир. Масса всего интересного вас ждет впереди. Всем пока!